я якутка. У нас папа эвенк, и дети наполовину якуты, наполовину эвенки. Вот. А где вы познакомились? Познакомились мы в Москве. Раньше проводили землячества студенческие, мы вот там и познакомились. И давно в Москве вы? В Москве вот я сразу после окончания школы приехала в 1978 году поступать. Поступила в строительный институт и училась, не доучилась, родила детей и так и сижу. С Настей это произошло в 93-м, когда ей было 3 годика. Поехали мы к бабушке отдыхать в Якутию. И на даче она залезла в трансформаторную будку. Высоковольтную, 10 тысяч киловольт. Ну, говорят специалисты, что там никто в живых не остается после таких случаев, но там сразу все обесточило, замыкание произошло. Поэтому жива осталась. Сразу потеряла сознание. Дедушка ее закопал вообще в землю, чтобы ток вывести. Вот. Потом это произошло на даче, там у них своего транспорта нету. Пока там ждали машину, искали. Ну, тоже время прошло. И это было летом. Руки обуглились, черные были сразу. Но у меня в данный момент, рядом с ней не было. Я ее видела только вот в больнице. Когда я приехала, я с ней это случилось после обеда, а встретилась я с ней только вот поздно вечером в районной больнице. Она была в сознании, разговаривала со мной. Я сразу заехала к брату, он хирург сам, оставила записку, и он ночью прилетел на вертолете и забрал нас в городскую больницу. И там сразу прооперировали, ампутировали обе руки. Насте Диадоровой 13 лет, и она не только учится на 4 и 5 в гимназии, и она не только прекрасно катается на роликах, она еще и мастер спорта по плаванию. Почти полгода назад мы уже снимали здесь, в бассейне спорткомплекса «Олимпийский», группу спортсменов-инвалидов, которую тренирует Наталья Степанова. Настя тогда только-только начала заниматься в этой группе. И уже тогда тренер Наталья Викторовна Степанова нам сказала, что у нее в группе есть очень способная девочка, Настя Диадорова. Настя! Настя! Прогнуться в пояснице! Голова идет к пяточкам посильнее и вперед брасом. То есть постарайся вперед плечами. Мастер спорта она теперь, да? Да, вот сейчас я буду документы отдавать на оформление. Там, нужно заполнить бумажную кое-какую волокиту. Но она выполнила норматив мастера спорта. Вот в ее классе, у нее 6 класс. 6 класс это что, такой по плаванию? Да, значит, у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата существует деление на 10 классов. Настя у нас в 6 классе плавает. В 6 классе норматив мастера спорта на 50 метров дельфином 55 секунд. Она на первенстве России проплыла за 51 секунду. То есть она достаточно перевыполнила. И вот этот вот результат ее сейчас является 12-м результатом в мировом рейтинге. В общем, в принципе, 12-й результат – это проходной балл на Паралимпийские игры в Афины. Ну, мы посмотрим. Что она не может сама сделать? Вот что? Одеться, раздеться, в туалет сходить. А так, в принципе, все умеет. Когда вот дома. А так вот в школе нет. В школе невозможно. Потом вот обувь переодеть тоже не сможет. Поэтому мы всегда стараемся брать такие вот шлепки, чтобы она быстро одела и пошла. И на липучках. Тогда она справляется. Летом проще. Летом можно сказать, что она сама себя обслуживает. А зимой посложнее.
А вот кушать она тоже научилась сама? Да, вначале с ложечки я кормила, ну, потом она уже а, сама начала уже так доставать и кушать, потому что мама тоже некогда бывает маме. У нее здесь свои обязанности по дому. Да, что она делает? Она пылесосит, там пыль вытирает. Что еще там, посуду там Вике помогает таскать сестре своей, когда посуду моет. Ну, иногда сама моет посуду. Очень редко кашу варит гречневую, свою любимую. Но это я, конечно, не поощряю, когда она там с плитой. Но вот иногда она варит. Когда мамы нет, они ужин сами готовят. Не до конца прогибаешься в пояснице, нужно сильнее, чтобы голова одновременно, ноги подтягиваются к голове, вот как корзиночку делаем, а потом отталкиваемся. То есть, чтобы у тебя посыл вперед был. Пойдем на эту дорожку. Она на самом деле все схватывает на лету. Вот когда мы перед Кубком Европы были на сборах, как бы получается, что Настя влилась в сборную команду России по плаванию. И сразу, в принципе, все тренеры как бы отметили, что ребенок, да, действительно хороший. Всем ребятам она понравилась. И вот сравнивая сейчас, это заметно, что Настя совершенно другой стала. Может быть, это повлияло то, что она съездила на соревнования не с мамой, со мной. Это было вот этим летом, в августе. Она поехала, ну, вместе с тренером из команды в Чехословакию. И вот она первый раз поехала одна, ну, без мамы имеется в виду. Вот вам-то не страшно было? Мне было очень страшно. А Насте вдвойне. Мы ее 2 дня уговаривали, чтобы она... Не хотела? Без вас? Нет, не хотела. Ну, потом все-таки ее убедили. Она согласилась, потом приехала оттуда очень довольная. Уже как-то она повзрослевшая, самостоятельная. Так что я 2-й раз уже ее легко отпустила. Она ездила на первенство России, вот в Саратов она ездила. Тоже вот с тренером, с Натальей Викторовной и с девочками. И там она с ними так более тесно познакомилась, подружилась. И когда мы оттуда приехали, я уже с мамой разговаривала, говорю, ну как, какие впечатления у Насти? Вместе в одной комнате с ней жили. Вот, она говорит, ну все в порядке, мол, и даже такие нотки ревности были в голосе, говорит, вот как вторая мама. Ну, а вообще для вас это была проблема, наверное, да? Я бы не сказала, что это было проблематично, потому что Настасья в принципе сама себя обслуживает, есть какие-то мелкие детали. И если мы кушали в комнате, она кушает сама. Единственное, что в ресторане только мы ее кормим. Если там были какие-то проблемы, мне надо было уйти, мне помогали ребята из нашей же команды. Там одеть ее в душе, покормить. То есть у нас в этом плане никаких проблем нет. У нас все друг за друга стоят. Кому пришло в голову вообще Настю в бассейн отвезти? Ну, это тоже само собой пришло, потому что у нас папа работал в Тимирязевской академии преподавателем, и дети бегали туда. Бассейн там есть, и они бегали туда поплавать. И Настя там 6 лет начала туда бегать и научилась плавать, ну, держаться в воде. Но мы с ней особенно как-то вот не сисюкались, не нянчились, а особенно вот старшие дети. Они с ней вот наравне. Она вот умеет на роликах кататься. Вот мы идем здесь в парке на лыжах катаемся зимой. У нее там свои такие маленькие пластиковые лыжи. И она там ходит тоже, катается на велосипеде. Ну, кое-как там, но все равно катается. На велосипеде? Да. А как же она держится? За руль Ну, нельзя держаться. На руль ложится. И вот. Еще у бабушки она ягоды еще собирала. Вот 1 год был урожайный, я уже не помню, 4 года назад, по-моему. Вот, мы посадили ее на полянке, вот бруснику собирали. И вот она там целое маленькое ведро 5-литровое собрала ногой. Потом, когда открылся вот этот центр, девочки начали сюда приезжать. Но Настя впервые встала в 8 лет на ролики.
И она сначала каталась дома по квартире, а потом уже потихоньку стала на улице. И вот так и научилась. Ей очень нравится. Если она долго не катается, то она дома берет ролики и по дому, по квартире может кататься. Ну, она вот ролики освоила, но она очень хочет еще на коньках кататься, на обычных. У нас вот Ледовый дворец открылся в прошлом году, но мы еще так и не дошли. Потому что вот ее мечта встать на коньки и покататься. Она все время подругу просит, сестру просит. А я не умею кататься, поэтому я ее не могу везти туда. Вот. И на лыжах. Зимой вот на лыжах, но здесь я уже сама могу стоять, сама могу кататься на лыжах, поэтому мы вместе катаемся. У нее вот координация очень развита, и она, если чувствует, что падает, то она может упасть на бок. Лучше уж на бок упасть, чем вот лицом. Чего мама боится, вот ребенок не боится. Она, в общем, смело может покататься. С ней всегда вот в роликовом центре сестра катается, она может ее поддержать. А на лыжах там на мягкий снег хоть сколько пусть падает. Приготовились. Очки одеваем. Настя, 6 раз по 100 кролем. Отдых 20 секунд. Вдвоем с Ирой, чтобы было веселей. Приготовились, Ир. И оп. Настя, не спеши. Наталья Викторовна, а вот вы можете сказать, вот у вас есть какие-то критерии или какие-то вот признаки, по которым вы определяете, вот этот человек способен к плаванию, а вот этот не способен. У этого есть способности, у этого нет. Ну, критерий один – это упорство и желание. То есть если человек, естественно, должны быть физиологические там, предрасположенности, он должен быть высокий, должны быть длинные рычаги, это все как и у всех. Но обязательно должно быть желание. Рычаги – это что такое? Руки, ноги. А когда рук нету? Гребущие поверхности, значит, ноги, то есть достаточно подвижный должен быть там позвоночник, достаточно ловкий, там, я не знаю, как ноги. То есть вообще человек должен думать головой, чтобы еще быстро плыть. Да? Да. Если ребенок не понимает, что от него хотят, мы никогда с ним не добьемся хорошего результата. То есть он должен понимать, что от него требуют. Характер у нее твердый. Характер твердый. И она очень ответственный. Она очень ответственный. Вот, ответственно относится к урокам. Сейчас вот уже поняла вот серьезность этих занятий по плаванию. Сейчас очень серьезно относится. Она меня мобилизует. Даже контролирует. Вот говорит: мама, время, надо, пора собираться. Вот, она очень собранный такой человек. Но она никогда вам не говорила, вот, никогда не жаловалась вам? Нет, такого нет. Она еще очень чуткий. Если даже у нее вот такие мысли есть, она, чтобы меня не расстраивать, она не будет говорить. Там, может, она скажет Вике, но она мне не скажет. Ну, я сама почувствую, если ей плохо. Если ей тяжело, то я сразу чувствую. Но у нее бывают такие моменты, да? Как вот замечали, что вот... Конечно, бывают такие моменты. Мы же не взаперти живем. Мы ходим по улице, ездим в транспорте. Встречается очень много разных людей. Вот. И когда после таких замечаний, больше всего я расстраиваюсь, чем она. А какие У нее замечания? нервы крепче, чем у меня. Да? Да. Замечания такого плана, что вот сразу не бросается, что у нее рук нету. Вот. И начинает там потом приглядываться, рассматривать. Или там в метро один раз был случай, что женщина очень грубо ее
попросила встать. Вот. Ну, такие мелочи это мама замечает, а ребенок-то особо нет. Она, наоборот, меня успокаивает. Дельфином на спине. Темп выше среднего, значит, приплываешь туда, на ту сторону, по секундомеру отдыхаешь 15 секунд между полтинниками. 6 по 50, это 300 метров получится. Дельфин на спине. Мы должны посмотреть с тобой, может быть, у тебя дельфином на спине будет быстрее, чем просто кролем на спине. Давай, начинай. На этом первенстве России мы сразили всех. То есть там ей все аплодировали, когда она доплывала, и она получила приз за мужество, по-моему, среди ребят, потому что она завоевала 5 золотых наград на первенстве России. То есть ей равных не было. Будем надеяться, что она будет продолжать дальше. То есть она выполнила, сегодня она выполняет норматив КМС, завтра она выполняет мастера спорта. То есть это, в общем-то, достаточно так сильно. А вот вы вообще ожидали, что она вот так здорово будет плавать? Да, да, это я ожидала. Вы даже не поверите, мы в 2000 году написали долгосрочные цели. И мы уже там писали, что в 2008 она попадет на Олимпиаду. Мы думали, что Олимпийские игры будут в Москве проходить. Ну откуда у нее такие способности? Потому что я, например, очень удивилась. За полгода у нее просто такой вот рост. Откуда это? Ну, это, наверное, вопрос тренеру. И гены папы передались как спортсмена. А, папа же спортсмен. Да. Папа спортсмен, мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Вот оттуда и координация, и упорство, и труд, и все, наверное. Настась, давай, еще разочек с тобой, посильнее пружиним. Как пружинка сжимаемся и прогибайся на мостик, когда вылетаешь. Давай, готова? И оп! Наталья Викторовна ей очень нравится. И вообще вот спорт, вот это плавание, ей нравится, поэтому сейчас она говорит, что хочет стать тренером. Вот. Ну, может быть, и станет. А вот вы что бы хотели? Что бы хотели? А я Что хочу, бы, да, что бы было в ее жизни? я хочу, чтобы она языками хорошо занималась. Иностранными языками? Да, иностранными языками, чтобы она там переводчицей или вот программистом на компьютере. Или историком хорошим стала, чтобы потом экскурсии водить. Ну, чтобы работала языком. Я не хочу ее, чтобы она сидела дома, просто вот ничего не делая. Хочу, чтобы она полноценно жила, работала, зарабатывала себе деньги на жизнь и на своих помощников. Вы думаете, что все-таки без помощников она не обойдется? Нет. Без помощников нет, не обойдется. Нет, наверное, таких протезов, чтобы все это делали. А может, лет через 10, когда она станет взрослой, может быть, какие-то руки будут вообще из ткани создаваться. Вот, ребят, значит, мы с вами записали 4 предложения. Во всех этих предложениях внимание сосредоточено, как вы думаете, на чем? Вот что здесь самое главное? На действии, да? Важно, что школу отремонтировали, побелили, поменяли и называли. Она пришла уже писала ножкой. И вот так умело, да? Вот так умело. Даже, вы знаете, она пишет ведь так, что некоторый ребенок рукой так не напишет. Хороший почерк? Почерк красивый. Красивый. Для ног это вообще красиво. Но помимо ведь письма, она еще и шьет, и вышивает. Вот, все она делает этим ножками. Ну, я вам говорю, она просто вот как все. Она себя не чувствует неполноценной, вот так будем говорить. А вы это чувствуете? И я это не чувствую. Она не себя, и я не чувствую, что она там инвалид, что у нее нет рук. Мы этого не замечаем. Слава Богу, что ребенок, вот она бегает, у нее рукава это раздувается во все стороны, ну и пусть она бегает. И как-то это все естественно. Дети воспринимают ее нормально. Она пишет лучше меня, у нее почерк ужасный.
И вот как она вообще ногами работает, она вырезает, она чертит. Вот это меня очень удивляет. Молодец. Я ей даже немного по-хорошему завидую. Правда? Я бы так не смогла, например. Мне кажется, у меня меньше дух, чем в ней. У нее большие возможности, она очень старается, она очень сильная. В отличие от многих нас. Я не думаю, что у нее будет такая тяжелая жизнь. А сейчас-то вот как, по-вашему, ей тяжело живется? Но это надо у нее спросить. Тебе тяжело живется? Нет. Нет? Нет. Честно? Честно. А как тебе живется? Как обычно, как всегда. Это правда? Да.